Новый выпуск нашей передачи мы опять посвящаем музыкантам, но на этот раз не служителям классической музыки, а тем, кто исполняет для своих слушателей джаз, рок и лучшие образцы популярной музыки. У этого коллектива два главных правила – только качественная музыка и только живой звук. С большим успехом прошло их первое выступление на сцене Русдрама, а потом было и выступление на главной сцене страны, на сцене Абхазской государственной филармонии. Много раз они участвовали в конкурсах и фестивалях за пределами республики и каждый раз возвращались с триумфом. Все это, безусловно, труд самих ребят, но и большая заслуга их педагога и учителя Алика Сергеевича Алавердян. Но, впрочем, о себе сами расскажут ребята, которые уже ждут нас на репетиции, не только расскажут, но и споют и, может быть, сыграют. Попробуем то же самое, но в образе. Поехали. Раз, два, три. Вы знаете, у меня уже 5 студентов училища. Сухумского государственного музыкального училища. Это те дети, которые года 4-5 назад, они даже не связывали себя совершенно с музыкой. Но вот начав заниматься и почувствовав этот вкус, эту всю прелесть искусства, люди поступили. В этом году, когда мы были в Питере, значит, помимо всего прочего, значит, то, что выиграли там первое место, наш бас-гитарист, по совместительству мой сын, получил, значит, приз как лучший бас-гитарист всего этого мероприятия, получил приглашение обучаться в Петербурге, значит, в Институте культуры на... Ну, здорово же. Да. То есть вот сейчас он 4-й курс училища закончит в течение года, и мы будем направляться на учебу туда. Изначально мы занимались в музыкальной школе. Я очень боялась изначально вступать в коллектив. Я была очень стеснительным ребенком и долго входила в коллектив, но приняли хорошо. Ребята дружные, хорошие, и вот до сих пор сохранили дружбу. Мне понравилось, вообще вид барабана понравился, и представляла себя, как это эффектно будет выглядеть, и все-таки девушек-барабанниц не очень много. Мы исполняем много всего, в основном, наверное, поп, может быть, чуть-чуть кантри, ну, в этом роде. Как бы я меломан, и у меня определенно нет выбора. А Питер — это очень красивый город. Мы гуляли, естественно, там. Ну, это мечта изначально моя была вообще посетить этот город. И конкурс был достаточно влиятельный, масштабный. Была конкуренция сильная, мы выдержали ее, получили первое место.
время, которое мы проводим не вместе, мы скучаем друг по другу, стараемся больше собираться. Каждый день мы ходим на репетиции, видимся. Мы очень рады тому, что у нас есть такая возможность играть. А скажи, вот Алекс Сергеевич сказал, что лето вы провели здесь и очень довольны. Разве такое может быть? Ну, отчасти это действительно так, потому что мы каждый день ходим на репетиции, проводим здесь большое количество своего времени. Филармония, мы к ней уже привыкли, она нам тоже стала вторым домом. А скажи, пожалуйста, вот ты играешь на бас-гитаре. Сама выбирала инструмент или это было все-таки такое указание от учителя? Было желание играть на гитаре, но я не знала, что мне больше подойдет. Я посоветовалась с нашим Алексом Сергеевичем, и он посоветовал мне бас, потому что сказал, что это мне больше подойдет. В Артек мы поехали как победители отборочного конкурса. То есть в Артеке всегда победители. Да. И там был чисто фестиваль. То есть там уже соревновательной части не было. После Артека, о нас когда узнали, нас пригласили в подмосковный Пушкино, где мы завоевали главный приз. Там о нас узнали питерцы, мы приехали, и буквально через 3 месяца, 4 месяца мы уже выехали в Санкт-Петербург. Везде у нас пока первые места, слава богу. Дети выступают в разных номинациях, в разных возрастных категориях и выигрывают. Нас пригласили, там проходил фестиваль детский, и нас пригласили как участников. Мы там выступали, мы были в лагере речном. У нас вожатые были, самые классные вожатые. В общем, мы там очень много веселились, у нас постоянно были какие-то конкурсы, какие-то праздники постоянно. Город речной, день рождения Артека. Мы на все эти праздники попали, у нас были мастер-классы, я помню, нам организовали мастер-класс армянских танцев. И мы пытались выучить эти движения, у кого-то получалось, у кого-то нет. И, в общем, было очень весело. Ну, не знаю, там все каждый день что-то было. Там мы просто не сидели, не сложа руки, там думали, когда концерт будет, интересно. Мы что-то делали, у нас такие все эмоции, новые друзья какие-то появлялись. И как-то все это, не знаю, переполняло так. Например, в Питере и в Москве мы там как отдельный коллектив ездили, жили там в гостинице, все было отлично. Но в Артеке там прежде всего все там были наравне, дети много очень было, и как бы ты со всеми дружишь. Да, там какая-то... очень много новых друзей. Танц – это, часть моей жизни, я сюда хожу 4 года. Я когда сюда пришла, мне прям очень понравилось. Я видела там Настя Алферова, она как пришла в танц, она сразу села за барабан, она играла. И мне очень понравилось, как я пришла, и я попросила маму, чтобы меня отправили, на занятия. И я ходила на занятия 2 года, и уже играю в ансамбле. Одна из самых богатых стран на таланты – это наша Абхазия. Я не знаю, это воздух, это море, это эти сосны, это все в комплексе. Наши дети или замечательно танцуют, или великолепно поют, или спортом шикарно занимаются. То есть нашу страну надо прославлять через наших детей. Вот это самое главное.
чтобы везде слышали, здесь Абхазия выступила, там Абхазия, здесь победила, там победила. Это самое главное. Вот кого вы принимаете? Вот как это происходит, прием Да. новых членов? Ну, знаете, да, мы уже вышли на тот уровень, когда я могу отбирать детей, да. Естественно, я их прослушиваю. Очень тщательно прослушиваю, потому что я понимаю, что любой родитель, который дошел до каданса, мечтает, чтобы его ребенок вышел на сцену. То есть тут целый комплекс, начиная от фейс-контроля, я очень извиняюсь, ненавижу это слово, но для сцены оно нужно. И вокальные данные, ритмические данные, музыкальные данные, все должно подойти, одно с другим должно, потому что вы, если заметили, тут нету тех детей, которые себя неуютно чувствуют. Тут каждый из них это маленькая звездочка. И вот это все надо очень нежно вести по жизни, а дальше, пожалуйста, кто-то станет стоматологом, кто-то станет инженером. Но эта музыка, они никогда в жизни потом не будут вспоминать, как они хорошо контрольную по математике написали. А вот как они поехали и на конкурсы, они будут всю жизнь вспоминать. Прежде всего, Олег Сергеевич наш, правда, как второй отец уже. Мы постоянно вот здесь, даже летом, мы его все очень любим. Он иногда ругает нас, но все это любя для того, чтобы у нас это все лучше получалось. А он строгий-то? Ну, когда надо же, когда сказать что-то вот. Нет, я бы не сказала, что он прям строгий, но иногда надо строгость свою показать, чтобы что-то мы правильно сделали. Да. Мы предлагаем репертуар, и если он одобряет то, что говорит, что нам это подходит, то это мы вписываем в нашу программу. Да, иногда, может, он интереснее нам как-то сделает эту песню, чтобы мы как-то более Мы не выглядели повторяем солиднее. как бы песни полностью, мы их переделываем, мы подстраиваем под себя. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se poi di capire. Я была в костюме певца, который пел эту песню, Челентано. Меня не узнали, одноклассники думали, что я мальчик. Sto diventando sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso è più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Репетиции, если ты ошибся, за это, как бы делать замечание, но можно начать чуть-чуть заново, можно сделать еще лучше. А на концерте, если ты уже один раз выступил, второй возможности исправить эту... Конечно, в этом нет ничего такого, если там ошибешься, но все-таки это намного волнительнее. Да, ошибиться на сцене это волнение. Да, и там... А бывало такое, что ошибался, Да, конечно, бывало. Конечно, это у всех бывает. У нас иногда бывает, что на концерте там или струна порвалась, или У каждого палочка такое от было. барабана сломалась. Это всегда... Я забыла один раз слова от итальянской песни и вообще не знала, что делать. Я стояла в ступоре, потом еще весь концерт рыдала. Я тогда еще была помладше, и ко мне все подбегали, все половина зрителей, я их очень хорошо знала, друзья были для меня. И все подбегали, говорили, что ты? И сказали, в следующий раз, если я забуду слова, то можешь что-нибудь придумать, все равно никто не поймет. Да. Потому что у нас своя линия развития, так сказать, запланированные свои концерты.
запланированы уже приглашения на конкурсы. Вот, например, в январе, 2 января мы выезжаем на конкурс победителей в Санкт-Петербург. Там мы были в апреле, в конце марта, в апреле, и выиграли этот конкурс. И вот все победители конкурса, все лауреаты первой премии приглашаются. Потом 21 ноября у нас сольный концерт, кадансу уже 5 лет, так что я надеюсь вас видеть на нашем концерте. Вот, будет очень большая и очень хорошая программа. Это прежде всего 5-летие каданса. Там это главный концерт, он достаточно важен для нас. И мы стараемся делать все на очень высоком уровне, чтобы не подвести 5-летие каданса, чтобы прошло на ура. У нас сейчас очень сильная программа, взрослые, старшая группа готовится к своей очень усиленной программе, а мы, для нас это первый раз вот играть на чем-то и выступать. Мы обычно только пели на всех концертах. Теперь у нас сильная подготовка к тому, чтобы сесть, играть и петь свою сольную песню, вот когда ты один. Это очень, очень сложно, но мы вот уже 3 месяца готовимся, и пока у нас все получается. Ансамбль «Каданс» – это хороший пример того, что получается, если направить энергию и таланты молодых людей в нужном русле. И хотелось бы, чтобы таких примеров было много. А на этом я с вами прощаюсь, но продолжаю искать для вас интересных героев. До новых встреч в эфире!